что на фоне быстро растущего долга Таджикистана власти продолжают просить у всех деньги в долг. Таджикистану советуют умерить свои аппетиты. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой долговой яме находится страна. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Правительство ежегодно тратит на обслуживание кредитов не менее 30 миллионов долларов из бюджета страны. Евразийский фонд стабилизации и развития разъяснил, какой уровень госдолга можно назвать безопасным и оптимальным. Критический уровень государственного долга для развитых стран в условиях пандемии COVID-19 составляет 55% ВВП, а для менее развитых, куда входит Таджикистан, 38% ВВП, говорится в опубликованном 1 декабря рабочем документе Евразийского фонда стабилизации и развития. Он называется «Оптимальный долг и качество институтов». Авторы документа отмечают, что госдолг России и Казахстана находится на комфортно низком уровне, менее 20% ВВП, не превышая оптимальное значение. Другим странам-учредителям этого фонда, в том числе Таджикистану, рекомендуется целесообразно, осторожнее подходить к своим долговым позициям, учитывая текущий уровень развития. Результаты оценок аналитиков фонда говорят о том, что рост долга той же Армении даже при превышении порогового значения 38% ВВП будет оказывать небольшое положительное влияние на экономический рост, и ничего страшного не происходит. В случае Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана отрицательный эффект при превышении долга оптимального уровня выявлен не был, говорится в документе. Авторы поясняют, что страны-реципиенты Евразийского фонда стабилизации и развития относятся к разным кластерам, характеризующим их уровень институционного развития. Согласно данным Минфина Таджикистана, соотношение государственного долга к ВВП республики на начало 2020 года составило 45,7%, что на 7,7% пунктов выше красной линии в отметке 38. Как вам такие цифры? Свои ответы пишите нам в комментарии. По сути, эти цифры значат, что страна не скоро выберется из долгов, да. Не то, что даже выберется, а придет в нормальный уровень развития своей экономики. В частности, внутренний долг республики на 1 января 2020 года, это по сути почти год назад, составлял 6,9 миллиардов самани, а объем внешнего долга почти 3 миллиарда. С начала года до 1 октября размер внешнего долга Таджикистана вырос на 275 миллионов и составляет около 3,2 миллиарда. Данные относительно роста или снижения объема внутреннего долга за этот период пока остаются недоступными. Но известно то, что долг, несмотря на все инвестиции в страну, растет. Таджикистан получает огромные гранты, берет огромные кредиты на развитие государства, и высокоразвитые страны никогда не отказывают в помощи. А как вы считаете, вы заметили на себе развитие страны? Ведь даже при таком огромном долге заемные средства как-то должны отражаться на жизни Таджикистана, то есть его развитие городов и уровня жизни населения. Скажите, вы заметили на себе это? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А у нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорых интересных новостей.